Москве переходят на феню и кидают Трампу предъяву. Сотни раненых и десяток погибших. Жесткий удар по предместьям столицы. Президент пообещал решительный ответ. Истребители НАТО подняты по тревоге. Непрошенного гостя с Востока впервые встретили огнем. Новый союзник Украины, один из главных критиков Киева, внезапно изменил позицию, что заставило его это сделать. Президент заявил, что болен и покидает свой пост. Неожиданное признание лидера. Жесткий политический раскол. Одна из ведущих партий страны развалилась. Что будет дальше? Об этих и других событиях к утру субботы 25 июля. Суббота не повод пропустить главное. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире Нехта. Редкая вылазка Владимира Путина за пределы Москвы. Кстати, всего 4-я с начала года. На всякий случай подальше от украинских дронов, поэтому пришлось лететь аж в Иркутск. И опять же, на всякий случай о визите не сообщалось заранее. Местные жители писали в соцсетях о перекрытии улиц и автоматчиках на переходах. Хозяина Кремля встречал старый коллега-чекист, глава Ростеха Чемезов, который показал гостю чудо импортозамещения. Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, который якобы наконец-то запускают в серийное производство. Прежний Путин, который летал со стерхами и опускался в подлодку, куда-то испарился. Этот уже даже не пытался лезть в кабину показанного образца. Другой самолет, который недавно расхваливал Путин, истребитель 5-го поколения Су-57, разбился как раз накануне этого визита. Вот такое совпадение. Тем временем НАТО учится на своих ошибках. В воздушное пространство Румынии снова влетел дрон, но на этот раз он был сбит. Впервые миссию осуществил американский истребитель F-16, находящийся на вооружении ВВС страны. Об этом журналистам сообщил президент Никуш Эрдан. Важно подчеркнуть, что та территория незаселенная. Именно поэтому он смог вести огонь сверху. Сейчас группа экспертов проводит расследование, чтобы установить детали инцидента. Визуально пилоты сообщили нам в то время, что это был беспилотник типа «Шахед» или «Герань-2». Это далеко не первый инцидент с чужими дронами в румынском небе. В мае этого года, во время очередной российской атаки на Украину, беспилотник типа «Герань-2» врезался в 9-этажный жилой дом в городе Галац. Тогда пострадали 2 человека, еще около 70 были эвакуированы. Очередной урок московской дипломатии. Сергей Лавров опять обвинил США в срыве договоренностей по завершению войны в Украине, которые, по его словам, были достигнуты Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, но он добавил, что Зеленский сделает то, что я хочу. Ну вот не получилось сделать. Но далее Лавров уже откинул дипломатическую риторику, а перешел на понятия. Как знаете, слово «пацан». Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, и мы готовы. Ну, с той стороны, вот подход уже модифицирован. Чья бы лошадь мычала, ведь за кремлевским паханом тянется очень длинный шлейф неисполненных обещаний. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. 10 человек погибли, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести. Таков предварительный результат ракетной атаки по Киевской области. Россияне ударили по полигону, где проходила выставка продукции оборонной промышленности. Украинский совет оружейников подтвердил, что на объекте находились представители предприятий оборонного сектора. Также захватчики сбросили бомбы на Славянск. 5 человек погибли, еще 9 ранены. В городе повреждены 10 частных домов, предприятий и помещения почетного консульства Латвии. Ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.
Жестокие удары по людям, за которые россияне должны ответить. Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для Патриот – это приоритет номер один. Зеленский добавил, что провел консультации с главкомом ВСУ Драпатым, министром обороны Хмарею и Павлом Полисой и пообещал соответствующий ответ на российскую атаку. Москва продолжает вводить ограничения на импорт продукции из Армении. С понедельника Россельхознадзор запрещает ввоз армянской молочной продукции. Во время проверки предприятий якобы были выявлены нарушения, в том числе использование молока от зараженного поголовья и сырья из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции. Это уже не первый подобный шаг Москвы. За последние 2 месяца под запрет попали армянские овощи, фрукты, цветы, рыба, алкоголь и другая продукция. Ограничения начали вводить накануне парламентских выборов в Армении, чтобы повлиять на их исход. Никол Пашинян называл эти меры политизированными и заявлял, что Ереван будет переориентировать экспорт на другие рынки. На этом фоне Евросоюз уже выделил Армении первые 34 миллиона евро финансовой помощи для поддержки экономики. Илон Маск снова высказался о войне в Украине и снова призывает к уступкам. Об этом основатель SpaceX заявил в интервью The Economist. Многие питают иллюзии, когда говорят, что Россия должна полностью вывести войска и так далее, но это нереалистично. Я давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что действительно необходимы некоторые уступки России. Это не пророссийская позиция. Я просто прагматичен. По словам предпринимателя, линия фронта практически не меняется уже 2 или 3 года, при этом ежедневно гибнет множество людей. Маск выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной удастся заключить уже в ближайшее время. Позиция миллиардера по войне неоднократно менялась. В прошлом году, когда он занимал должность в администрации Трампа, Маск называл Владимира Зеленского злом и обвинял его в затягивании конфликта, называя войну бесконечной мясорубкой для коррупции. Однако в начале этого года, после обращения украинских властей, Маск заблокировал российским военным доступ к спутниковому интернету Starlink, что серьезно осложнило связь российских подразделений и замедлило их продвижение. Но и у Киева в США появляется все больше союзников. Известный американский подкастер Тим Пул, который еще недавно критиковал Украину, неожиданно изменил свою позицию. В соцсети X блогер написал, что Украина борется за свое существование против злого диктатора и выразил надежду, что Дональд Трамп окажет стране поддержку. Теперь я осознаю важность победы Украины над Россией. Еще 2 года назад Пул придерживался абсолютно противоположной точки зрения, цитирую, «Украина один из главных врагов США, мы должны отозвать всю нашу военную помощь и извиниться перед Россией». Чуть ранее свою позицию по отношению к Киеву резко сменила ярая трампистка Лора Лумер. На этой неделе эта заметная американская активистка посетила Киев, обвинив Путина в войне против христианства. Позже Лумер записал интервью с Владимиром Зеленским, и это видео репостнул в своей соцсети сам Дональд Трамп, добавив, что ему оно понравилось. Политическое землетрясение в Польше. В стране, где в последние месяцы правые партии состязаются в антиукраинской риторике, раскололась самая крупная консервативная сила. Из партии «Право и справедливость», которой 1,5 десятилетия жесткой рукой руководит Ярослав Качинский, ушли 30 действующих депутатов Сейма во главе с бывшим премьером Матеушем Моровецким. Конфликт зрел уже несколько месяцев и обострился после того, как лидер партии выдвинул официальным кандидатом
кандидатом в будущее премьеры Пшемыслова Чарнека. В отличие от бывшего банкира Моровецкого, этот политик делает ставку не на экономику, а на уколы в сторону Киева, Брюсселя и Берлина. Мы прекрасно знаем, сегодня Грузия, завтра Украина, потом страны Балтии, а позже, может, и моя страна – Польша. Это не первый серьезный раскол в партии. После гибели в авиакатастрофе 2010 года прежнего лидера, президента Леха Качинского, критиковавшего Путина и много делавшего для поддержки постсоветских стран на пути к настоящей независимости от Москвы, у руля стал его брат-близнец Ярослав. Этот политик предпочитает управлять из тени, не занимая высоких постов, а риторика ПиС резко сменила вектор. После этого из партии ушло много известных деятелей. Раскол в праве и справедливости дает шанс на лучший результат на будущих выборах для сегодняшней левоцентристской правительственной коалиции во главе с Дональдом Туском, у которого Моровецкий когда-то был советником по экономическим вопросам. Франция обратилась за помощью к Евросоюзу из-за масштабных лесных пожаров, а в Испании объявили чрезвычайную ситуацию. В этих странах уже эвакуировали десятки тысяч человек. Во Франции самая тяжелая ситуация сложилась в департаменте Жиронда. Тут из-за риска быть отрезанными были эвакуированы жители мыса Кап-Ферре на юго-западном побережье страны. Покинуть свои дома и кемпинги пришлось почти 19 тысячам человек. Президент Эммануэль Макрон назвал обстановку чрезвычайно напряженной. В Испании чрезвычайное положение объявили в провинции Авила и в окрестностях Мадрида. Тут из-за нескольких крупных пожаров эвакуировали 10 тысяч человек. Президент уходит раньше срока. Конечно, не в России или Беларуси. Глава Бангладеш пробыл на посту не 32 и даже не 26 лет, а всего 3 года, но уже объявил о своей отставке. Официально Махаббат Шахабуддин объяснил решение состоянием здоровья. Цитирую: «Я болен, так что с меня хватит». Однако ранее в интервью Reuters политик заявлял, что также чувствует себя униженным действиями Временного правительства, пришедшего к власти после бегства премьер-министра Шейх Хасины. Она покинула страну 2 года назад из-за массовых протестов, во время подавления которых погибли сотни людей, а Шахабуддин был ее ставленником. Похоже, президент просто не ужился с новым премьером. Как и его коллега из Венгрии Тамаш Шуйок. Ставленнику Орбана тоже пришлось уйти в отставку на прошлой неделе из-за давления со стороны нового правительства. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.